Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня в программе 222 свечи в память о погибших. В селе Нижняя Эшера прошла памятная акция молодежи. 2 из 6 Абхазия сокращает количество пунктов пропуска на границе с Грузией. И вновь о референдуме. Блок оппозиционных сил провел пресс-конференцию для журналистов. Накануне вечером в селе Нижняя Эшера прошла памятная акция молодежи Абхазии, приуроченная 23-й годовщине начала мартовской операции. Сотни человек собрались вместе, где когда-то проходила линия фронта, чтобы зажечь 222 свечи в память о героях, встретиться с матерями погибших воинов, посмотреть кадры военной хроники. Как прошло памятное мероприятие молодежи в репортаже Ренаты Шакая. Цена всех испытаний – свободная Абхазия. В Нижней Эшере на мосту через реку Гумиста прошло шествие. Молодые люди несли в руках таблички с именами воинов, погибших бойцов в мартовском наступлении. 222 свечи были зажжены в память о героях мартовского наступления. 15 марта 1993 года в ходе военной атаки абхазские бойцы форсировали реку Гумиста. Отдельные группы овладели стратегически важными высотами близ Сухума. Однако крупномасштабное военное наступление по освобождению Сухума дальнейшего развития не получило. Операция оказалась безуспешной, и абхазские части вынуждены были отойти на исходные позиции. Сегодняшний день для всех нас очень горестный, потому что было наступление неудачным, но тем не менее ребята не спасовали нигде, пошли и сделали свое дело настолько, насколько они могли. Каждый выполнил свое. Мы здесь на мосту потеряли очень много ребят. И в моем же подразделении тоже ребята ушли. Но тем не менее, я думаю, что победа восторжествовала. И то, что сегодняшний день столько людей сюда собралось, это не просто так. Они все в полном смысле этого слова хотят, чтобы наше поколение и поколение будущее помнило об этих горестных днях. Здесь же, в селе Нижняя Эшера, у мемориального комплекса первого президента Владислава Арзамба состоялся памятный вечер с демонстрацией кадров военной хроники. А затем, в память о погибших, взмыли в небо 222 белых воздушных шара. Иногда все вспоминается, конечно, со слезами на глазах. Мы это помним, мы никогда никого не забываем, ни в нашем сердце, ни в нашей памяти. То, что мы помним, передадим своим детям, передадим своим внукам. За несколько дней до шествия организаторы акции Госкомитет страны по молодежной политике, Комитет по вопросам молодежи и спорта столичной администрации оповещали о предстоящей акции и собирали неравнодушных ребят для того, чтобы пройти эту тропу памяти. Погибли и воевали для нас, чтобы мы жили в свободной стране, в независимой стране, чтобы мы учили свой язык. И я хочу, чтобы мы почтили память погибших, поэтому мы сегодня все здесь собрались. После шествия участников акции встретили матери погибших бойцов. Очень много было потерь при наступлении и несравнимо больше при отступлении. Бойцы были зажаты в тылу врага, без возможности выбраться. В том наступлении погибли 222 абхазских солдата, 23 пропали без вести. Мартовское наступление 1993 года – одна из самых горьких страниц в истории Абхазии. Но именно оно стало тем бесценным военным опытом для абхазской армии, который в итоге позволил добиться окончательной победы. Рената Шакая, Эльдар Дамиров, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Одному из классов Бзыбской средней школы присвоили имя героев Хагуш. В мероприятии, посвященном этому событию, приняли участие родные и друзья однофамильцев. Театрализованную постановку подготовили учащиеся школы. О том, как прошел вечер памяти, расскажет корреспондент Гагарского телевидения Мадина Тарба.
В Отечественной войне народа Абхазии 78 выходцев поселка Бзыпта отдали самое дорогое своей жизни за свободу нашей страны. Братья-однофамильцы, не жалея себя, встали как один на защиту горячо любимой Родины. Многие из них пали смертью храбрых на полях сражения. Сегодня, как и ряд других общеобразовательных школ Абхазии, Бзыпская абхазская средняя школа номер 1 бережно хранит память о каждом погибшем герое. Несколько лет назад педколлектив выступил с инициативой присвоить имена погибших классам школы. Так, сегодня кабинеты носят имена погибших героев, среди которых есть классы, которым присвоены имена братьев-однофамильцев. В каждом из этих кабинетов есть уголки, посвященные им. С первых дней Отечественной войны однофамильцы Хагуш были в числе тех, кто, объединившись, взяли оружие в руки и без малейшего колебания пошли в бой. 10 выходцев поселка Бзыпта, однофамильцы Хагуш, сложили свои головы на алтарь свободы. Все они были молоды. Только 3 из них успели обзавестись семьями. На памятном мероприятии, посвященном присвоению их имен классу Бзыпской школы, присутствовали родители и родственники погибших, представители Республиканского и Гагарского комитетов матерей погибших, ветераны войны, руководство Гагарского района и поселка Бзыпта. Учащиеся рассказали биографии и боевой путь погибших, прочли стихи, посвященные им. Все это сопровождалось музыкой и фотослайдом. Боевой путь каждого погибшего был овеян славой, мужеством и героизмом. 3 однофамильцев Хагуш погибли в одном из кровопролитных наступлений 15-16 марта. Это Аслан Шотович, Вахтанг Масович и Леонид Владимирович. Месяцем ранее, в феврале, погиб Ремзи Георгиевич Хагуш. В июне 93-го погиб Бадра Масикович Хагуш. В июльской операции пал смертью храбрых Рауль Анатольевич Хагуш. В Шромской операции вражеская пуля оборвала жизнь Аслана Рудольфовича Хагуш. От полученных ран при взятии Цугуровки в Гудаутском госпитале скончался Владимир Александрович Хагуш. Не дожил до Дня Победы Александр Лютикович Хагуш. Он погиб в середине сентября. Игорь Баджгович Хагуш прошел всю войну. Принимал участие во всех наступательных операциях, был ранен. 30 сентября в ряду своих однополчан встретил долгожданную победу. Однако полученные душевные раны не давали ему покоя. Игорь ушел из жизни в начале 1994 года. Присутствовавшие на вечере памяти не могли сдержать слез, словно они вернулись к тем страшным временам Отечественной войны. Дети своим проникновенным выступлением отразили весь трагизм войны, неутихающую боль родителей, мам, потерявших своих сыновей. После программы школьников от имени родителей мама погибшего Игоря Хагуш исполнила песню скорби. В завершении памятного мероприятия в адрес организаторов и учащихся звучали слова благодарности за столь трогательный вечер. Количество пунктов пропуска на абхазо-грузинской границе будет сокращено. Постановление об этом было принято на очередном заседании Кабинета министров республики. Планируется постепенное сокращение количества пунктов пропуска. Останется только 2 КПП. Один в нижней зоне и другой на мосту через Ингур. О том, когда постановление вступит в силу и какие еще решения были приняты на заседании правительства, расскажет Амра Амичпа. Из 6 пунктов пропуска, функционирующих на абхазо-грузинской границе, будут закрыты 2 – Таглан и Лакумхара. Такое решение приняли на заседании Кабинета министров Абхазии. Таглан будет закрыт полностью, а Лакумхара – для пешеходного перехода. В дальнейшем планируется сократить количество пунктов перехода до 2. Останется 1 в нижней зоне и другой на центральном мосту через Ингур. По словам первого вице-премьера Шамиля Адзенба, данным решением реализуется одно из предвыборных обещаний нынешней власти. Когда ситуацию увидели изнутри, какая она есть, вот так резко одним махом отрезать все эти участки, перекрыть границу, действовать было нельзя. Потому что огромное количество людей на разном Грузии, постоянно проживающих на нашей территории, очень во многих социальных вопросах завязались с определенной территорией. Вот, и все это времени просто резко легло на нас. Сразу такое решение принимать было необоснованно и неверно. Но сегодня, вот именно в рамках того обязательства, да, которое власть брала,
Вот, что мы делаем пешеходных закрываем. На сегодняшнем же заседании рассматривался вопрос о разрешении фирме Duty Free Group на использование территории в пределах контрольно-пропускного пункта ПСО для организации магазина беспошлинной торговли. Министры приняли постановление, но с замечанием вице-премьера Дмитрия Серикова, что решение вступит в силу после приложения к документам схемы размещения магазина. При утверждении постановления о заключении соглашения между правительствами Татарстана и Абхазии о торгово-экономическом, научно-техническом и культурно-гуманитарном сотрудничестве премьер-министр Артур Микваби подчеркнул, что соглашение даст новый импульс развитию взаимоотношений двух республик. Надо подчеркнуть, что во время Отечественной войны руководитель Татарстана господин Шамиев много сделал для того, чтобы оказать нам содействие. Это не только было материально, там, в виде поставок различных продуктов питания, но и обращение к президенту Ельцину, где ставился вопрос о защите абхазского этноса и в целом нас с вами. В этой связи этот принимаемый документ, он должен дать новый импульс взаимоотношений. Члены правительства проголосовали за утверждение положения о резерве универсального обслуживания. Источниками формирования резерва являются обязательное отчисление оператора связи в размере 1,2%. Средства, поступающие в доход республиканского бюджета от всех существующих операторов сети связи общего пользования, составят примерно 3,5 миллиона рублей в год. Основная цель – это развитие услуг связи в отдаленных регионах, куда частный бизнес или государственные операторы связи не идут. Для этого выделяется из государственного бюджета, вернее из этого фонда деньги, для того, чтобы обеспечить связью отдаленные регионы. Ну, например, вот у нас на ПСХУ нету связи. Соответственно, ни один частный оператор по своей инициативе туда не пойдет, потому что это нерентабельно. В силу удаленности региона, в силу большой затратности обеспечения связи там. За счет этого резерва государство будет там проводить конкурс. Соответственно, любой оператор, выигравший конкурс и за меньшие деньги, который обеспечит связи в этом месте, может получить эти деньги и обеспечить там строительство. Помимо этого, эти деньги будут направлены на развитие информационных технологий на государственном уровне. Потому что все мы знаем, что у нас сейчас в республике с этим делом на государственном уровне крайне слабо. Помещение здания МТС республиканского унитарного предприятия «Абхазсвязь» общей площадью 3400 квадратных метров переданы аппарату Кабинета министров. Планируется отремонтировать несколько верхних этажей и разместить в них часть органов госуправления, управления транспорта, Госсвязьнадзор и другие, а также Центр обработки данных. При рассмотрении вопроса о даче согласия на выделение земель в Гудаутском и Гагарском районах для строительства санаторно-курортных объектов премьер-министр поинтересовался, почему одним выделяется земля на определенный срок, а другим в бессрочное пользование. Представлявший проекты начальник государственного управления по вопросам землепользования и кадастру Адам Урахуба пояснил, что таковы пожелания соискателей, которые не указывают при подаче заявок. На что министр по курортам и туризму Автанил Гарский вполне резонно заметил, что, скорее всего, таковы условия инвесторов. Решением Кабинета министров фирме «Дзоки» предоставлено право пользования участком недр на разработку гранита в селе Цабалгу-Лырыбского района сроком на 1 год с правом пролонгации. Амра Амич, Баильдар Дамиров, Абхазское телевидение. В пятницу, 18 марта, министр иностранных дел Абхазии Вячеслав Чириков встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. На встрече главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудят ход международных женевских дискуссий, возобновление механизма упрощенного получения гражданами Абхазии российского гражданства, создание более комфортного режима пересечения российско-абхазской границы. Также на встрече будут подняты вопросы международного признания Абхазии, создание условий для вступления нашей страны в международные организации и ряд других вопросов. Лидеры блока оппозиционных сил республики провели пресс-конференцию. В ходе встречи с журналистами руководители организаций, входящих в блок, заявили, что оппозиция признает любые итоги референдума, к которому сейчас усиленно готовится. Отвечая на вопросы журналистов, лидеры блока отметили, что проведение референдума – конституционное право граждан республики, а кроме того, единственный путь, который позволит узнать, как относятся граждане Абхазии к нынешним властям. О чем еще говорили на пресс-конференции, расскажет Елена Лолуа.
Центральная избирательная комиссия выдала инициативной группе по организации референдума свидетельство о регистрации. На референдум предлагается вынести вопрос о досрочных выборах президента Абхазии. Аслан Бжаня перечислил статьи Конституции и международные документы, предоставляющие право гражданам на плебисцит. Представители оппозиции рассчитывают на поддержку населения и то, что власть не будет им чинить препятствия. Есть определенные политические силы в Абхазии, которые пытаются довести до наших граждан мысль о том, что идея референдума, она может быть сомнительной с точки зрения Конституции и так далее. Это не соответствует действительности. Это не так. Это неотъемлемое наше с вами право. Это единственный цивилизованный путь, в соответствии с которым мы можем определить, какое отношение у наших граждан к действующим властям. Представители оппозиции по-прежнему ждут от Генеральной прокуратуры правовой оценки событий мая 2014 года и не считают, что прежнее руководство страны своими действиями наносило вред народу Абхазии. Они защищали страну с их точки зрения. Соответственно, страну защищали от конкретных личностей, врагов нашего государства. Хотелось бы по этому поводу спекуляции все прекратить. Человек, который исповедует государственное мышление, является государственным деятелем, должен оперировать исключительно фактами. Пусть назовут имена тех, от кого нужно было защищать наше государство, в чем их преступление, состав преступления. Пусть это все привяжут к конкретным делам уголовным и расскажут, что у нас там произошло. По мнению руководителя оппозиции, власть не выполнила предвыборных обещаний. В стране тяжелое экономическое положение, много нерешенных социальных проблем. Наблюдаются попытки изменить персональный состав судейского сообщества в соответствии с интересами исполнительной власти. За 2 года чем они похвастаются, сколько рабочих мест было создано. Зато мы им можем сказать, сколько рабочих мест они уничтожили и людей выбросили на улицу. Проведение этой мероприятия, каковы бы ни были результаты, да, поднимет авторитет нашего государства, как стремящегося быть правовым и демократическим государством. Журналисты поинтересовались у участников пресс-конференции их отношением к принятому на заседании правительства решению закрыть 2 пункта пропуска на госгранице по реке Ингур. Так мы торгуем с Грузией или нет? Задался вопросом руководитель фонда АПРА. В 2007 году, после известного инцидента, указом президента Багапш, все отношения с Грузией, в том числе экономические, были прекращены. Но была контрабанда, люди незаконно занимались перевозом грузов. Это было. Это другой момент, да? Это качество работы правоохранительных органов. Но когда в нашем бюджете предусмотрено поступление пошлины за вывоз и есть определенные показатели по плану Угальской таможни, это легализует торговлю с Грузией. Представители блока оппозиции дали критическую оценку работе министра внутренних дел Абхазии в целом и его действиям в отношении бывшего начальника СИЗО Дранда в частности. Я не видел смысла отдавать приказ на то, чтобы перекрывать улицы и стрелять, тем более в автомашину героя Абхазии. Он не подозревается, насколько мне известно, ни в каких тяжких преступлениях, чтобы так себя вести и давать такие приказы и план перехвата. Инициативной группе в течение 2 месяцев необходимо собрать по требованиям о референдуме не менее 10 тысяч подписей. Елена Лова, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. В Центральном выставочном зале пройдет выставка графики и живописных полотен художника Ильи Цвижба. Экспозиция посвящается прекрасной половине человечества. Как отметил сам художник, весна ассоциируется с цветами, а они так же прекрасны, как и женщины. Выставка пройдет 18 марта в 13 часов. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается переменная облачность, временами возможен слабый дождь, температура воздуха ночью 5-7, днем 9-11 градусов, температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.